эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. При крушении самолета Б-200 Минобороны России в Турции погибли 8 человек. Добровольцев, тушивших пожар в Атамайском наследии, наградили благодарственными письмами. Информацию о паромных переправах теперь можно отслеживать через мобильное приложение «Паромы Якутии». Самолет-амфибия Б-200 Министерства обороны России разбился в горах вблизи города Адана на юге Турции накануне. Судно заходило на посадку после тушения природных пожаров в районе населенного пункта. По данным Минобороны, при крушении погибли все 8 человек, находившихся на борту, члены экипажа и работники службы спасения. В самолете было 5 граждан России и 3 граждан Турции. На кадрах видно, как черный дым заволок место крушения, куда стремится вертолет экстренной помощи из Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции. В Якутии на сегодня сохраняется напряженная пожароопасная обстановка. Всего действует 166 пожаров на общей площади более 4 миллионов гектаров. Тушится из них 60, локализовано 10. За последние сутки удалось ликвидировать 5 очагов, обнаружено 10 новых. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель правительства республики Дмитрий Садовников. Также он отметил, что из-за задымленности не работает основная сила авиации. Сегодня по республике введен межрегиональный режим чрезвычайной ситуации. Работают представители МЧС России. И сегодня мы совместными усилиями принимаем решение по быстрому ликвидации данных пожаров. Сегодня решается вопрос по аэропорту города Якутска, и по мере принятия решений и работы аэропорта возможен перевоз той техники, авиационной техники, которая у нас сегодня базируется в городе Мирном. Самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» вызвал дожди в республике и снизил огневую напряженность. В эти дни самолет работал в центральной и западной группе районов. Благодаря этой работе в Горном, Кобяйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Мирнинском, Нюрбинском районах выпали осадки, которые позволили снизить огневую напряженность в лесных массивах и близ населенных пунктов. Это дает возможность оперативным службам маневрировать наземными силами и средствами для концентрации усилий по борьбе с пожарами на наиболее сложных участках. За сутки общая группировка сил увеличилась на 45 человек и 101 единицу техники на действующих пожарах в 5 районах Якутии. Об этом сообщает МЧС региона. В населенных пунктах Ергелях, Артасур, Тастах, Кырыкый, Мельджихси, Ударник, Фрунзе, Едей и Берие задействованы специалисты МЧС России. Проводится работа по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов. За сутки авиацией МЧС России выполнено 7 вылетов для передислокации личного состава на действующие пожары и проведения авиаразведки в Намском и Горном районах. Продолжается работа на территории Намского, Тампонского, Горного, Верхневилюйского, Усть-Алданского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где сохраняется напряженная обстановка. В зависимости от погодных условий в плане на применение авиации МЧС России близ населенных пунктов Улахан-Эбя, Харыялах, Фрунзе, Далыр, Кырыкы, Ергелях, Бютейдях и Хамустах, прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по республике. Между тем, помощь оказывают и местные предприятия. Компания «Майтона» на безвозмездной основе предоставила администрации Усть-Алданского района автомобиль-водовоз для борьбы с лесными пожарами, действующими на территории Улуса. Глава района выразил благодарность компании и отметил, что техника станет хорошим подспорьем в противостоянии с огненной стихией. Уважаемые якутяне, дорогие друзья, от имени всех усть-алданцев, от имени администрации района выражаю огромные слова благодарности компании «Майтона» и ее основателям, братьям Алексею, Афанасию Ушницким. В это трудное время они сразу протянули нам руку помощи, предоставив
такой необходимый транспорт, как автомобиль ГАЗ водовозку, который будет необходимо для тушения пожаров и для всей жизни района. Я от всей души желаю вам счастья, удачи, здоровья. Тем временем возвести новые дома в селе Бяскёль могут начать уже на следующей неделе. Об этом сообщил руководитель республики Айсан Николаев, подводя итоги визита полпреда президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Сейчас в селе идут восстановительные работы. Власти Якутии приняли решение о возведении новых домов с использованием цельных деревянных панелей. Дома должны ввести до середины октября этого года. По словам главы республики, на восстановление потребуется порядка 250 миллионов рублей. Из них 200 миллионов рублей через фонд будущих поколений перечислит компания «Алроса». Ранее глава заявлял, что вопросы внутреннего обустройства домов, покупки мебели и бытовой техники будут решать за счет выплат, которые должны пойти через МЧС России. Соответствующие документы уже передали главе министерства Евгению Зиничеву. Кроме того, финансовую поддержку окажут другие крупные компании, в том числе промышленные. Каждый из них возьмет под опеку пострадавшие от пожара семьи. Есть вопросы дальнейшего совершенствования социальной инфраструктуры. В селе сегодня отсутствует многофункциональный культурно-спортивный центр, крайне ветхая школа 1981 года постройки. Я попросил президента дать поручение правительству Российской Федерации поддержать проекты строительства данных объектов, тем более по культурно-спортивному комплексу в селе Бяскёль проектная сметная документация была нами уже ранее разработана и представлена федеральные органы власти. Ну а по школе у нас есть эффективный проект на 150 мест школы строительства. Награждены добровольцы, тушившие пожар в Атамайском наслеге. Накануне во время своего визита в село Бяскёль Горного Улуса полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев наградил сотрудников МЧС, авиалесоохраны и добровольцев за тушение лесных пожаров особой сложности благодарственными письмами. Причем в числе награжденных 3 жителей села Бяскёль и 2 приехавшие на помощь из Среднеколымского Улуса. Юрий Трутнев отметил значимый вклад каждого в тушение лесных пожаров в Якутии. При этом подчеркнул, что это проблема не только республики. Сберечь леса – это полномочия в первую очередь Рослесхоза. И им уже дано поручение разработать порядок ведения ЧС в регионах. Уже совершенно очевидно, что пожары в Якутии не являются только проблемой Якутии. Эти пожары уже вышли за территорию республики. Вот на сегодняшний день вот эти границы принятия решений, когда пожар становится федеральной проблемой, они несколько размыты. При этом механизма с точки зрения того, а кто отвечает, когда пожар вышел на федеральный уровень, его нет. Поэтому нам надо точно понимать, кто и когда принимает решение, что все, субъект с этой проблемой справиться не может, ему надо помогать, надо вводить подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций, в каких-то особых случаях, как здесь, вводить и войсковые подразделения. Вот Рослесхоз обязан в самые кратчайшие сроки такой порядок разработать. Это все-таки полномочия Рослесхоза, что лес беречь должно агентство лесного хозяйства. И я боюсь, что тогда возникнет вопрос о усилении соответствующих подразделений Рослесхоза. Потому что сегодня в Рослесхозе количество людей, количество техники для того, чтобы отвечать на такие вызовы, как здесь, недостаточно. К другим темам. Выставка «Улица Дальнего Востока» откроется 2 сентября в рамках 6-го Восточного экономического форума во Владивостоке. Забайкальский край представит свою экспозицию. Павильон региона будет разделен на 3 зоны. У Забайкалья есть свои точки экономического роста. Осваиваются такие месторождения природных ресурсов, как Медная Удаканская и Золоторудная Насеткина. Строятся горно-металлургические комбинаты, создается зерновой железнодорожный терминал.
возводятся кварталы в Чите. Запускаются и другие крупные экономические проекты. Благодаря вхождению края в состав Дальнего Востока Забайкалье получило дополнительные возможности для развития экономики и социальной сферы. Как отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев, важно, чтобы проекты, которые реализуются с государственной поддержкой, помогали создать комфортные условия для людей, чтобы появлялись новые возможности для тех, кто живет на Дальнем Востоке. 11 объектов благоустроят на федеральные средства в 2022 году в республике. В ходе заседания Межведомственной комиссии в управлении архитектуры и градостроительства при главе Якутии подвели итоги отбора проектов. Их реализуют в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это благоустройство набережных в Нюрбе, селах Верхневилюйск, Капаны и Намцы, а также Комсомольской площади в селе Майя, парка здоровья в поселке Айхал, площади Славы в селе Усть-Майя, центральной площади в селе Сунтар, парка отдыха и культуры в селе Кобяй, сквера имени Иванова в селе Оленек и территории сквера в селе Нюя. Стоимость каждого проекта варьируется от 10 до 30 миллионов рублей. Информацию о паромах в Якутии теперь можно узнать онлайн. Мобильное приложение было разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису подключено 5 переправ. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливаются специальные трекеры. В течение навигационного сезона к приложению будут подключаться и другие переправы, действующие на территории республики. Сервис уже доступен на платформах Google Play и App Store. Кратковременные дожди сегодня прогнозируют синоптики в Ленском, Алекминском, Мирнинском и в центральных районах республики. Также умеренные кратковременные дожди ожидаются ночью в Вилюйской группе, Жиганском районах, Верхоянье. Завтра днем в Тампонском и Аймиконском районах. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 градусов. На севере плюс 3, плюс 8. Днем плюс 26, плюс 31. При дыме плюс 20, плюс 25. На севере плюс 10, плюс 15 градусов. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий.